Дорогие мои соотечественники, якутяне, я чрезвычайно рад с вами общаться таким вот образом, хотя сердцем я там с вами, в этом суровом крае, но благословенном крае, где я родился, рос, откуда корни моих предков. И я очень рад, хотя очень быстро прошли 20 лет, но я и рад, и спокоен, что Саха сегодня обладает всеми высокими технологиями, в том числе и кардиохирургией. Ведь совсем недавно еще нашим людям нужно было ехать или в Москву, или в Ленинград, или в Прибалтику, в Киев. Недоступна была эта помощь, тяжелая, дорогая. Якутская команда владеет всеми. Даже пересадка сердца становится обыденной. Это большое счастье, большое счастье. Ну и я сегодня, конечно, вспоминая, как это все начиналось, не могу не отметить с гордостью, что начало это было в очень трудных экономических условиях 20 лет тому назад. И вот при всем при том, при большом старании, при большой любви к своему народу, первый президент, наш достопочтенный Михаил Ефимович Николаев, вчера я с ним разговаривал, он здесь, в Москве, министр здравоохранения Егоров Иван Яковлевич, директор центра, команда отделения сердечно-сосудистой хирургии и многие-многие с душой участвовали в становлении этой хирургии. И надо сказать, что так получилось все хорошо, и сегодня практически нет проблем. Я поздравляю моих коллег с 20-летием от начала этого тяжелого, трудного испытания. Вы знаете, вот сегодня 20 лет еще совпадает с одной такой сакральной датой. Буквально через неделю мы будем праздновать 210 лет со дня рождения Николая Ивановича Пирогова, великого сына России, хирурга, педагога от Бога, богослова, философа. Очень приятное совпадение. Я тут недавно узнал, что мой дом на улице Калевица снесен, где я родился и рос, с болью в сердце. Но на этом пятне, на этой земле стоит великолепный медицинский городской центр. Это провидение Господне. И я не знал, но узнал, что к этому центру, прямо в этот дом, где я родился и рос, ведет улица Николая Ивановича Пирогова, на которой стояла моя 4-я школа, где я учился до 5 класса. Я сердцем с вами. Я участвую во всех ваших операциях, молюсь за вас. И сердечно благодарю, Михаил Ефимович, вас прежде всего, министра тогдашнего, Петра Ивановича и всех, кто участвовал в этой операции. Да, были сложности. Тогда, помните, аппарат опоздал из Москвы, привезли, но успели. За 20 лет эти тысячи операций, и сколько спасено жизней. Я уверен, что еще больше будет прогресс не только в кардиохирургии, вообще в медицине. Якуты народ очень талантливый, упорный. Я тогда, уже 20 лет тому назад, заметил, что в окружении была такая талантливая молодежь. Группа, которая приезжала к нам в клинику Куприяновой для обучения, тоже все ребятки подтянутые, интеллектуальные, с великолепной реакцией, с английским языком. Это была хорошая база для вот начала этой великой хирургии. Я искренне желаю
всем, прежде всего, здоровья, больших профессиональных удач, в свершении призвания. Призываю на всех, на вас и на Саха-Якутия, на руководство ее, изобилие Господней благодати. Пусть Бог всех хранит. И буду ждать встречи с вами, со всеми на нашей родной земле, как мы вчера договорились с Михаилом Ефимовичем, летом следующего года. Поздравляю вас. Я передал кое-какие награды и попрошу их вручить от нас. Это прежде всего орден Пирогова Николая Ивановича, причем орден необычный. Этот орден был учрежден Европейской академией естественных наук к 195-летию Николая Ивановича Пирогова. Ну и мне была пожалована честь распоряжаться как председателю наградного международного комитета этим орденом. Вот прежде всего я хочу поздравить с этой наградой первого президента Саха-Якутии Михаила Ефимовича Николаева. Он получает этот орден. Мы его ставили здесь, в Москве. Извините. Министр здравоохранения Иван Яковлевич Егоров и еще раз ряд наших коллег. Медаль Биллерата, Вирхова, Георгия и моя премия. Поэтому я очень рад и прошу принять их от всего моего сердца. Желаю успехов в работе Конгресса, форума большого. Поддерживайте эту традицию, и даст Бог, мы встретимся очно когда-то на этом форуме. Поздравляю вас и желаю всего самого светлого. Спасибо большое.